В прошлом выпуске мы обещали показать политические партии, которые используют фабрику фейков. Интымак – одна из таких партий. Это фейк-контроль на Темиров Лайв. Здравствуйте! А начнем мы с того, что у Интымак профессиональные фейки. То есть быть фейком для них это работа. Например, Азамат Мирбекович, он фейковый пользователь Facebook. Активно делится публикациями Интымак, но это не самое главное. Мы проверили его Facebook-страницу и в архиве увидели публикации партии НДПК. Видимо, он забыл, что Facebook хранит весь архив. И таких примеров у нас несколько. Эти пользователи сейчас активно продвигают Интымак, а раньше работали на другую партию. Мы взяли последние 100 публикаций со страницы Интымак. Ими поделились 2260 раз, и 1752 пользователя из них поделившихся оказались фейковыми, которые мы выявили в ходе изучения этой партии. Это не говорит о том, что у партии Интымак нет своих сторонников, но данные цифры указывают, что для охвата многотысячной аудитории они используют лжепользователей сети. В последних 100 публикациях собрано 3936 лайков, 40% пролайкали эти же фейковые пользователи. Каныке Исламовна, пользователь сети Facebook. Она из тех же фейков, что взаимодействуют со страницей Интымак. По аватарке мы нашли реального пользователя. Ей оказалась Сандра Николаевна из Якутии. Изучая страницу в Фейсбуке партии Интымак, мы выявили 55 фейковых пользователей. На самом деле их может быть в несколько раз больше. У них, как и у других фабрик, своя схема работы. Одинаковые посты в одно и то же время. И основная задача у них распространить нужную информацию за короткий срок. К примеру, Айнура Сатыбалдиева за 2 минуты сделала репост со страницы Интымак 54 раза. Как вы уже поняли, и этот пользователь фейковый. Эта фабрика использует метод манипуляции массовым сознанием путем создания иллюзии общественной поддержки. Манипуляции массовым сознанием служат ключевым элементом психологических операций информационной войны. Напоминаем, 11 июля прошли повторные выборы в БГК, и по предварительным данным туда проходят кандидаты от партии Интымак. Не исключаем тот факт, что большую роль в этом сыграла армия фейков. На этом у меня все. До новых встреч. Пишите в комментариях, у кого еще могут быть фейки. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ставьте лайки и делайте репосты. Нас это будет мотивировать. До новых встреч.